Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть полиции в Хангаласском районе обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что хотела приобрести дешевые авиабилеты по маршруту Якутск-Новосибирск и обратно. Для этого она воспользовалась интернет-сайтом, ввела необходимые данные и оставила заявку. Через некоторое время ей перезвонил мужчина, который представился менеджером авиакомпании и сообщил, что рассчитал стоимость двух билетов и обещал забронировать их. На следующий день лжеспециалист по просьбе женщины для большей убедительности отправил по мессенджеру WhatsApp документы, свой паспорт, доверенность, номера бронирования билетов. После того, как женщина согласилась оформить билеты, звонивший попросил отправить паспорта покупателей и фотографии ее подписи, что она и сделала. Через некоторое время он отправил договор на покупку авиабилетов с подписью женщины. По верификтивным документам женщина перевела около 42 тысяч рублей на указанный номер банковской карты. И на ее электронную почту пришло подтверждение, а также маршрутный лист билета. Затем потерпевшая, чтобы убедиться в покупке, позвонила на горячую линию авиакомпании и выяснила, что никаких билетов на ее имя не оказалось. А тем временем мобильный аферист перестал отвечать на сообщения и звонки. Жительница Мирного осуждена за неуплату алиментов на содержание детей. В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание троих несовершеннолетних. Несмотря на это, женщина каких-либо мер по трудоустройству с целью обеспечения своих алиментных обязательств не принимала. И денежные средства на содержание детей не выплачивала, в связи с чем общая задолженность по алиментам составила свыше 120 тысяч рублей. Суд признал подсудимую виновной, ей назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Прокуроры Хангаласского района выявили факты поборов в Идейской средней школе. По данным ведомства, директор школы возложил на общешкольно-родительский комитет обязанности по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, в том числе по оказанию помощи в приобретении учебно-методической литературы, участию в подготовке школы к учебному году, выделению финансовых средств на пополнение медицинского кабинета. Прокуратура района вынесла на незаконные нормы локального акта протест, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. В положение внесены соответствующие изменения. В круглые суммы и административное преследование обернулась пагубная привычка одного из пассажиров рейса Среднеколымск-Якутск. В дежурную часть Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение, что в самолете, следовавшем по маршруту Среднеколымск-Якутск, находится пассажир, который курит на борту воздушного судна. По прибытии рейса стражи порядка сопроводили 35-летнего жителя республики в дежурную часть, где в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Теперь курильщика ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В четверг частный вертолет «Робинсон» Р-44, пролетевший вблизи села Веслово Ярославской области, задел линию электропередач и потерпел крушение. Авария произошла около 15 часов по московскому времени. На борту находился один человек. По сообщению МЧС, авария произошла из-за ошибки пилота. Лопасти воздушного судна задели ЛЭП, и вертолет совершил жесткую посадку. Пилот получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану лица и ссадины и был доставлен в центральную районную больницу. Разлива топлива удалось избежать. У вертолета были повреждены хвост, лопасти и разбиты стекла в кабине. С целью расследования причин крушения Росавиации была сформирована специальная комиссия. В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов. В нем было 153 пассажира, все они остались живы, но погибли машинист и проводница. Подробности рассказывает Татьяна Гамозова. 2 человека погибли и 11 получили травмы при крушении поезда в австралийском штате Виктория. В четверг вечером пассажирский состав, следовавший из Сиднея, сошел с рельсов рядом с городом Уоллон, в 50 километрах от Мельбурна. 5 пострадавших госпитализированы, их состояние стабильное. Как заявил инспектор полиции штата Питер Когер, просто чудо, что жертв катастрофы так мало. Гибель машиниста и проводницы – трагедия, но я поражен тем, что пассажиры в худшем случае получили травмы. Из 153 человек всего 11 с легкими ранениями – это потрясающе. Ехавшие в поезде говорят, что все произошло совершенно неожиданно. Мы неслись вперед, а в следующее мгновение все зашаталось, вагоны разбросало, все летало вокруг. Ужасно, не хотела бы пережить такое снова. Это был абсолютный кошмар. Никогда больше не поеду по нашей железной дороге. По заявлению полиции, пока не ясно, что стало причиной крушения. Ведется расследование.
На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.